Узнать больше о законодательном органе региона, что такое парламент, история его создания и приоритетные цели работы. Прототип сегодняшнего народного собрания существовал еще у наших далеких предков, объясняют ребятам. Мехкел, совет старейшин, был важной частью ингушского общества. Взаимоотношения соседних обществ, не вопросы войны, мира. То есть это внешняя политика, не все. То есть Мехкел занимался всеми сферами деятельности наших предков, ингушей. Орган, который поддерживает диалог общества и власти. Результаты труда парламентариев вот уже 30 лет подряд помогают улучшить качество жизни людей, обеспечить соблюдение конституционных прав и свобод граждан. Огромная работа проделана. Мы уже с коллегой в рамках парламентской лекции отметили, что запущен механизм принятия республиканского бюджета. Это основной финансовый документ нашей республики, нашего региона. И этот механизм, это довольно непросто, поэтому налажена работа. Абсолютно в каждой сфере законодательная база укреплена. Поэтому закон работает, и в соответствии с наказами избирателей закон актуализируется. От древности и до сегодняшних дней о работе Народного собрания 7-го созыва студентам также рассказали. Утвердить повестку, заслушать стороны и проголосовать. Теперь, когда ребята немного узнали о самом парламенте и его истории, они могут попробовать себя и в роли законодателей. Студентам предлагают решить, в какую сферу они направят профицит бюджета. Инициатива отправить оставшийся бюджет в развитие туризма, так как за последний год на 40% увеличился поток туристов в Республику Ингушетия, и я думаю, эти деньги не будут лишними в развитии нашего туризма. Кто на что гораздо, и у каждого тут своя инициатива. Кто-то считает нужным направить остаток на строительство дорог, развитие транспортной инфраструктуры, а кто-то на развитие образования и на пополнение книжных фондов научной библиотеки. Я проявила инициативу именно в сфере образования. Мне довольно сильно понравилось, и тут подключаются и ораторские способности, как я поняла, и все-таки умение красиво говорить – это очень важно для представителей данной профессии. Парламентские лекции проходят в рамках 30-летия Народного собрания и Конституции Ингушетии и носят просветительский характер. Очень приятно видеть то, как дети заинтересованы в этом, охотно идут на контакт, и многие из них знают, о чем идет речь, и более того, некоторые знают об древнем органе Мехкел, тоже охотно дети отвечали на вопросы. У каждого слушателя есть возможность закрепить полученный материал во время итогового тестирования. Те, кто наберут наибольшее количество баллов, смогут побывать в гостях у Народного собрания, где пройдет торжественное награждение победителей. Тамара Хшагульгова, Султан Булгучев, Магаз 24.